определенные. И все вопросы, которые у вас возникнут в процессе, просьба все это через микрофон, а то, чтобы у нас это все было слышно, и потом мы при желании могли запускаем. Уже отлично слышать. Да. Хорошо? Вы сразу же с презентацией будете? Да, презентация. Почти. Афонина. Александра Сергеевна. Сейчас я представлюсь. Запустилась? Так, всем добрый день. Меня зовут Афонина Александра Сергеевна. Я руковожу аппаратом Общественной палаты по совместительству, являюсь экспертом в сфере ЖКХ и руковожу школой грамотного потребителя. Что такое школа грамотного потребителя? Это инструмент, который позволяет вам научиться защищать свои права. Причем делать это максимально эффективно. То есть мы рассказываем маленькие секретики, в краткой форме, для того, чтобы не тратить время, не читать это все, как максимально можно улучшить в своем доме жизнь. Сегодня хочу посвятить наше с вами общение вопросу новым требованиям к работе аварийно-диспетчерских служб управляющей компании. С 1 марта 2019 года у нас все управляющие компании должны были начать работать по-новому. С 1 марта. То есть уже почти 1,5 месяца они должны нас с вами обслуживать совсем по-другому. И вот об этом наша с вами лекция. Давайте запустим презентацию. Запускаю. Нет, быстро включать. Надо запускать F5. Вот. Значит, каковы же новые требования к аварийно-диспетчерскому обслуживанию? Вот. Постановлением 331 от 27 марта 2018 года правительство Российской Федерации внесло существенные изменения в работу управляющей компании. Вот те, кто посещает лекции, те, кто не посещает, в курс введу, 416 постановление рассказывает нашим с вами управляющим компаниям, как они должны действовать. То есть существует постановление, то есть существует правило осуществления деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами, там, где говорится, сколько чего управляющая компания нам должна делать. Это касается только в части содержания и ремонта общего имущества. Все, что касается оказания коммунальных услуг, у нас есть 354 постановление, и там немножечко другие требования. Так вот, впервые в российском законодательстве прописали, каким образом управляющая компания должна реагировать и в какие сроки на наши жалобы. То есть, если помните, мы с вами обращаемся в управляющую компанию, она нам что говорит? 30 дней получите ответ. Да, на самом деле это было совсем неправильно, не в 30-дневный срок они должны предоставлять информацию, это был пробел в законодательстве. После серьезного анализа деятельности, после серьезного анализа практики работы государственных жилищных инспекций родилось это постановление. И теперь с 1 марта этого года управляющие компании должны очень оперативно с нами работать для того, чтобы не нарваться на штраф. И как же они у нас с вами работают? Да, у нас аварийно-диспетчерская служба имеет теперь свои функции. Если раньше управляющая компания могла не иметь в структуре себе такой отдел, то теперь с введением с 1 марта она обязана аварийно-диспетчерскую службу иметь. То есть тех сотрудников, которые отвечают за оперативный прием заявок, да, и контроль по их исполнению. То есть, по сути, те сотрудники, которые у нас раздают задания мастерам. Что же у нас делает аварийно-диспетчерская служба? Первое. Она обязана повседневно в текущем режиме контролировать нормальное функционирование инженерных систем дома. То есть, как это на практике осуществляется? Выдаются на ряд задания, да, на осмотр. Если мы с вами вспомним приложение к нашим договорам по управлению многоквартирным жилым домом, там есть такие строчки: осмотр системы холодного водоснабжения, осмотра другой системы. Так теперь координирует эту систему аварийно-диспетчерская служба. Следующее. Они должны контролировать качество коммунальных ресурсов на границе раздела между ними, между домом и ресурсоснабжающей организацией. Это стена дома зачастую, либо узел, который находится в доме. Например, с тепловиками зачастую это тепловой узел, то есть комплекс устройств, который позволяет снабжать теплом и горячей водой наши с вами дома.
По электроснабжению это вот такой распределительный щиток, да, большой, который стоит обычно около стены дома. То есть задача аварийно-диспетчерской службы через сбор ваших обращений либо в ежедневном, как сказать, либо в текущем режиме следить, какого же качества вам оказываются коммунальные услуги. Следующее, и очень важно, не везде это управляющей компанией выполнялась и выполняется сейчас, это круглосуточная регистрация и контроль выполнения заявок в установленные сроки. То есть если вы заглянете сейчас в 416 постановление, то теперь по каждому виду жалоб есть свои сроки, они достаточно оперативные. Что значит регистрация и контроль выполнения? Да, когда мы с вами сообщаем в аварийно-диспетчерскую службу о чем-либо, например, мы идем, да, и около дома фонтан горячей воды. То есть это что? Это протечка. Мы звоним с вами в диспетчерскую службу и говорим: я такой-то, такой-то, представляемся, говорим, где мы проживаем, что мы обнаружили в нашем доме. А самое главное, аварийно-диспетчерская служба должна зарегистрировать ваше обращение в специальном журнале. Если раньше это было только касательно коммунальных услуг, например, холодная батарея, да, и в 354-м прописывалось, то теперь любая поломка, в том числе протечка кровли, регистрируется в журнале учета заявок. Когда вы звоните, вам должны сообщить номер регистрационной даты, а самое главное, кто из диспетчеров принял эту заявку. И теперь жилищная государственная инспекция, когда выясняет, отреагировала управляющая компания, не реагировала, она будет именно опираться на журнал. У вас в телефоне сохранился входящий, видно, что трафик пошел, да, то есть вы с ними поговорили, в журнале не отражено, грубейшее нарушение, лови штраф. Вот именно журнал на сегодняшний день по поломкам, помимо качества, является отправной точкой работы управляющей организации по какой-либо ситуации. Следующая задача аварийно-диспетчерской службы – принять оперативно меры по обеспечению безопасности граждан в случае аварии. Что это значит? Именно аварийно-диспетчерская служба 24/7 должна вовремя дать команду соответствующим службам, чтобы те выбежали и что сделали? Да, предотвратили дальнейшее разрушение, да, либо предотвратили ущерб. Например, мы с вами очень часто сталкиваемся с многочисленными протечками. Да? Например, стояк у нас, стояки же по квартирам идут, стояк лопнул на 5-м этаже, топит кипятком всех с 5-го по 1-й. Вот аварийно-диспетчерская служба должна что сделать? Прежде всего перекрыть перед ликвидацией для того, чтобы препятствовать причинению вреда жизни и имуществу. Следующее. Как же должна аварийно-диспетчерская служба с нами с вами работать? Здесь вот можете смотреть, я буду рассказывать, да, что должна аварийно-диспетчерская служба обеспечить. Прежде всего, это ответ на телефонный звонок. Мы с вами, как граждане, с чем сталкиваемся? В управляющую компанию не дозвониться. У нас обед, мы еще не приступили к работе. И они любят брать трубку только когда есть часы работы. Например, с 9 до 12, с часу до 16 там, или до 17. На самом деле 416 постановление теперь заставляет их без обеда, то есть иметь сменщика и брать трубку. Если они трубку не берут, да, соответственно, это грубое нарушение, здесь им уже грозит серьезный штраф. И обратите внимание на то, что здесь постановление установило четкие сроки. То есть в течение 5 минут я дозваниваюсь, я не дозвонился, прекратил попытки. В течение 10 минут с момента последнего звонка управляющая компания обязана мне сама перезвонить. То есть у них технически должен быть номер с определителем для того, чтобы обеспечивать обратную связь. Я думаю, что на сегодняшний день такое не происходит. Более того, вот если вы посмотрите на слайд, то управляющая компания обязана быстренько, оперативно сообщить о причинах, как сказать, да. Более того, у нас с вами, как у потребителей, есть право оставить свое голосовое сообщение. Например, у Комэнергосбытовой компании такая штука реализована, да? Когда мы с вами что-то звоним, возмущаемся, никто из диспетчерской не берет, мы имеем право оставить сообщение.
Вот на сегодняшний день я еще пока не видела ни одной управляющей компании, у которой реализован автоответчик. Что еще должна у нас обеспечить АДС? Да, это локализацию повреждений внутридомовых инженерных систем не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки. У нас раньше было постановление Госстроя 170, где были более длительные сроки. То есть, например, протечка кровли устраняется в течение суток, да, там какие-то утечки, протечки, еще более длительный срок. Так вот, теперь аварийно-диспетчерская служба должна бригаду отправить в течение получаса. То есть для чего это сделано? За час при большой протечке, например, холодной воды при большом давлении, да, если может быть повреждено несущие конструкции, либо, например, водой может затопить щиток, да, привести к короткому замыканию, либо к пожару. То есть поэтому здесь в целях безопасности, обеспечения целостности имущества были установлены строгие сроки. Мы с вами не знаем ни один пример в наших домах, когда раньше утечки не устранялись месяцами. Да? Течет в подвале и течет, плавает в подвале, все, ну и пусть плавает. Устранять мы не можем, потому что кто-то виноват, там доступа нет и так далее. Теперь это нас с вами как потребителя не волнует. В полчаса, будьте любезны, бригаду отправьте. Следующее. Служба обязана ликвидировать оперативно засоры по водоотведению. Да, помните, у нас с вами бывают случаи в домах, когда мы не можем унитазом либо раковиной на кухне пользоваться сутками. Когда нам пришла, серьезный засор, да, в канализации. И что делает диспетчер? Он приходил, перекрывал нам воду и говорил: серьезный засор, не устраняю, пока нет времени, поэтому раковиной не пользоваться, ванной не пользоваться, унитазом не пользоваться. С 1 марта не этот вариант. То есть они должны в течение 2 часов с момента регистрации быстренько прийти, устранить засор. Мало кто из управляющих компаний такую ситуацию оперативно решает. Из практики работы управляющих компаний все наряды задания давались утром. Да, бригады разбегаются. Теперь нашим управляющим компаниям нужно каким-то образом оптимизировать работу внутри своей структуры. Следующее. Очень важно в тех домах, где есть мусоропровод, ликвидировать засор мусоропровода. Такого раньше не было. То есть 290-е постановление, где устанавливается минимальный перечень работы услуг аварийной работы с мусоропроводом есть, да, а сроков, в какие же сроки должны оперативно отреагировать, нет. И те дома, в которых установлен мусоропровод, зачастую от него отказывались. Почему? Потому что кто-то крупный мусор какой-то кинул, да, оно застряло где-то на уровне 3-го этажа, и никто не разбирается, поэтому мусоропровод заваривался, и возникали другие проблемы. Так вот, у нас, значит, ликвидация засоров мусоропровода 2 часа с момента регистрации заявки. Но все это делается во время, когда можно шуметь, с 8 до 23. То есть вспоминается закон о тишине. Видите, здесь какая увязка. То есть работы по ликвидации этого засора не должны нашему с вами спокойствию мешать. Следующее. Аварийно-диспетчерские службы, то есть управляющие компании, раньше этого в законе не было, можно было вывести только косвенно. Даже при прямых расчетах обязаны ликвидировать на внутридомовых инженерных системах аварии, то есть не оставлять нас без водоснабжения, электроснабжения и отопления в те сроки, которые установлены законом. Например, отопление в холодное время года не более чем на 2 часа. То есть когда это от тепловиков не зависит, управляющая организация должна оперативненько, быстренько все устранить в те сроки, которые установлены Санпином. С этими сроками можно ознакомиться в 354-м постановлении приложения номер 1. Следующее. Они обязаны устранять аварийные повреждения в срок не более 3 суток с даты этого повреждения. То есть не просто с момента заявки, да, то есть управляющая организация же может выявить какое-то повреждение и в ходе текущего осмотра, может быть такое. Так вот, у них установлены
трое суток. Как это может быть практически реализовано? Мастер на обходе увидел повреждение электропровода, он фиксирует это в соответствующем акте, подает в аварийно-диспетчерскую службу в течение 3 суток. В текущем, это мы здесь говорим о текущих ситуациях, да, в текущем режиме в течение 3 суток это ликвидируется. Почему это было сделано? Каждый месяц управляющая компания должна председателю Совета дома дать на подпись акт выполненных работ за месяц. Зачастую что делает управляющая компания? Откладывает до последнего, пока мы с вами жилищную инспекцию в работу не запустим. Да? И жилищная инспекция обязана выдать предписание, да, вот устраните и дает достаточно большой срок. Теперь этого не происходит. Если мы с вами как потребитель, либо управляющая компания сама выявила какое-то нарушение, да, в аварийной в инженерной инфраструктуре, обязаны в течение 3 суток с момента регистрации такого обнаружения это все ликвидировать. Это все касается. То есть здесь сюда входит, вот у нас с вами дом представляет, по сути, коробку, да, в которой есть определенное наполнение. Да, я не про людей, я про инженерное оборудование, про кровлю, про фундамент и так далее. Это распространяется на целостность всех систем дома, от стены и фундамента до кровли. И нет никакой разницы в этом плане. Сейчас я закончу, потом вопросы давайте в конце, чтобы я не... Сейчас. Аварийно-диспетчерская служба, если в отношении коммунальных услуг есть такое условие, что когда мы позвоним и говорим, что коммунальная услуга некачественная, в 354-м постановлении четко говорится, что в течение 2 часов диспетчер должен нам сообщить, почему так происходит, и о планируемых сроках ликвидации. Так вот, если мы с вами в отношении общего имущества, его ремонта, какой-то аварийной ситуации оставили свою заявку, в течение получаса нам должны сообщить, в какие сроки это устранят. Да, это так называемая обратная связь, которую мы на сегодняшний день пока еще с вами не получаем. Следующая задача еще аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, чего раньше не было, координироваться с другими аварийно-диспетчерскими службами. Например, у МРСК Северо-Запада в части работы подстанций и работы электрических сетей, с водоканалом по воде, с тепловиками по горячей воде отоплению. Для чего это сделано? Раньше этой обязанности не было. И получается, что когда возникает серьезная аварийная ситуация, например, на тепловых сетях, и большинство домов остается без отопления, мы с вами это узнаем постфактум. Не успеваем принять никакие меры. Да? То есть там, например, они ссылаются друг на друга. Теперь задача нашей аварийно-диспетчерской службы, нас как потребителя, уведомить о том, что в связи с аварийной ситуацией нам коммунальная услуга будет оказана некачественно. То есть теперь все, что касается, все, что внутри дома, информирование граждан в том числе, это работа управляющей организации. Если раньше мы выходили на это полномочие, на эту функцию через кучу нормативных актов, теперь это указано напрямую. Так, это у нас был последний слайд. Вот, что еще хочется сказать. Это все достаточно, как сказать, серьезная работа управляющей компании. Не каждая управляющая компания ТСЖ может эту работу обеспечить. Поэтому по прогнозу будет достаточно большое количество жалоб, наверное, на работу управляющей компании. Просев управляющих компаний. Почему? Вот эти нарушения этих требований признались серьезным, грубым нарушением лицензионных требований. При серьезном грубом нарушении лицензионных требований по одному дому дважды в течение определенного периода управляющая компания просто теряет дом. Это для управляющих компаний. Вот. Более того, если мы с вами опустимся в 416 постановление, то оно устанавливает также определенные требования к уровню работы персонала. Там появились такие вещи, которые раньше управляющие компании себе не позволяли. Это бейджи, да, это фирменные спецовки, то есть спецодежда с логотипами управляющей компании. Это бахилы, это определенные удостоверения. Самое смешное, что да, когда к нам с вами сантехник приходит в гости, теперь он должен бахилы одеть.
Вот, не все управляющие компании. Вот, это все, как бы, эти все работы должны быть включены в стоимость их услуг. Что очень важно, почему было принято решение на уровне правительства закрепить в нормативном документе вот такие вот мелкие требования? Потому что очень много случаев махинаций под именем управляющей компании. То есть когда вот, помните, у нас с вами были 2 или 3 волнами, пытались нам всем счетчики по воде поменять, пытались нам газоанализаторы какие-то повесить, даже в домах, где электроплиты, пытались нам какую-то сигнализацию навялить под видом управляющей компании. Так вот, теперь мы должны четко понимать, что это пришел наш с вами работник. То есть, когда к вам приходит на ликвидацию аварии, протечки, например, снять показания индивидуальных приборов учета, да, либо, например, проверить работу систем, которые располагаются в вашей квартире, они должны представиться, что я сантехник Иванов Иван Иванович, предоставить удостоверение, чтобы вы действительно поняли, что это сотрудник нашей управляющей компании. Должны быть и иные возможности его идентифицировать. Например, он в фирменной спецовке. Например, из ЖКК жук ходит в спецовочках. Там у жука такой жучок нарисован, а в ЖКК большими крупными буквами. Да, вот есть такое. Не все себе это позволяют, это дорогое удовольствие. Потом управляющие, то есть мы должны понимать, что этот сотрудник пришел именно по определенному вопросу. Нам представляется, обозначает зачем. Это все делается для того, чтобы повысить качество клиентского обслуживания. Еще раз напоминаю, что это серьезное нарушение лицензионного требования, и если управляющая компания, пускай не в бахилах, но, по крайней мере, ну, как бы с бахилами-то еще можно как-то вот смириться, да, отсутствием бахил, но оперативно реагировать на наши с вами жалобы они обязаны. Почему? Потому что неоперативная реакция приводит только к одному результату – к ухудшению состояния нашего общего имущества в доме. Более того, если это систематически происходит, это возможность признания дома аварийным. Например, очень много у нас с вами деревянных домов по этой причине в аварийном состоянии, много общежитий. Вовремя не устраняются протечки, не ликвидируются аварии, это приводит к разрушению несущих конструкций, к скорейшему износу дома. У меня все, теперь можно вопросы. Давайте. Записывается разговор. В микрофон. Нет, микрофон, говорите. Вечером мы нарушили С канализацией. Да. Угу. И что? Вот смотрите, Они сказали, мы обнаружили... у нас нету слесаря. Это теперь не их проблема. Вот. Смотрите. Потом на следующее утро я выясняю, оказывается, они все-таки заявку пришли утром, только посмотрели, что там творится. Позвонили в водоканал. Оказывается, вода с канала где-то там в колодце перед домом заливала водой. А это мы всю ночь вот это... Смотрите, да, теперь у нас... При таком обращаться, если не выполняют. А, Я тут уточнила. Да, смотрите, здесь у нас с вами четко, вот теперь вот, это яркий пример, да, бездействия управляющей компании. Теперь 24 часа в сутки вы имеете право позвонить диспетчеру, и в течение получаса они должны отреагировать. То есть не на следующий день утром, а оперативно есть специальные сотрудники, которые, ну, как бы дежурят, да, дежурный сантехник должен прибежать, понять, в чем причина, и сообщить вам, например, к сожалению, мы проверили, утечек, каких-то сбоев в работе именно общедомового оборудования нет. Да, мы обратились в водоканал, выявили причину, обратились в водоканал обещал нам устранить в нормативные сроки. Я просто к тому, что... Вот, это вот... Да, то есть в вашем случае управляющая компания нарушила лицензионные требования. То есть яркий пример. Еще какие-то вопросы? Какие штрафные санкции за это? Там штрафные санкции, это прежде всего управляющую компанию есть, предупреждают. Управляющую компанию могут наказать штрафом. Там достаточно за нарушение лицензионных требований до 250 тысяч на управляющую компанию. И это лишение дома, то есть исключение из лицензии. А бедному дому что делать потом?
без управляющего. Нет, почему? Есть, когда исключают дом из лицензии, там есть целая процедура. У нас с вами есть право выбрать управляющую компанию, либо подождать, пока нам выберут новую. Если управляющая компания исключили дом из лицензии, это не значит, что до выбора новой компании она не будет нас обслуживать. Она обязана до того момента, пока мы не передадимся другой компании в руки, осуществлять всю ту же работу в полном объеме. И имеет право точно так же до передачи новой компании выставлять за свои услуги квитанции. Другой вопрос о том, что должна она продолжать делать на том же уровне, в том же качестве. И как нет, Александр Сергеевич? Давайте... Я сначала свой вопрос задам. Единый номер по Сыктывкару, АДС, да? Нет, здесь, подождите, мы с вами рассматриваем, у каждой управляющей компании должна быть своя аварийно-диспетчерская служба. К единой аварийно-диспетчерской службе муниципалитета это не имеет никакого отношения. Аварийно-диспетчерская служба муниципалитета отвечает, да, и собирает заявки на аварии только в муниципальных сетях. Например, огромная тепловая сеть. Только вот это. У каждой управляющей компании свой номер. Морозова 130. Относились, рэп находится Морозова 8. Их банкротят. Угу. Уже не обслуживают с декабря месяца. Обращался, не обращался. Хотя оплачивал квитанции. Угу. Взялся какой-то, есть такой юрисконсульт, ЧИЖ. Они сейчас около... Это арбитражный управляющий. Неделю не мог добиться, чтобы скинули снег, когда чуть не убил там людей. Вопрос. Я обращался в 112 служб. Алексей Константинович, здравствуйте. Оказывается, у меня уже там службы 112. Соединились со 112 службой по Сыктывкару. Вопрос. Неделю добивался. Через неделю скинули. Второй вопрос был в такой момент. Ладно, упускал. Не обслуживаться. Хотя квитанции оплачиваем. Я обращался. Так, уважаемые друзья, извините, прерву, да? Давайте у нас с вами формат. Описывайте ситуацию, после описания ситуации следует вопрос. То есть вы описали ситуацию... Я обращался, я его сейчас заходил. Вопрос в чем? Буквально. Вопрос? Вообще, говорю, вы нас обслуживаете или нет? Нет, не обслуживают. По этой ситуации какой у вас конкретно вопрос? Что вам делать в этой ситуации? А мой вопрос, я 41 год отсутствовал в Сыктывкаре, вернулся. Поселился в Морозово 130. Я пробежался по стояку своему. У всех стоят по стояку обогреватели. Я дошел до Гонтаря. Гонтарь ничего не смог сделать. Все. Вы знаете такого, да? Конечно, знаю. Еще раз. Это начальник ЖКХ Сыктывкара. Давайте еще раз, не понимаете немножко. У вас ситуация... Батареи холодные. Холодные батареи. Еле греют. У меня угловая квартира. Отлично. Температура в помещении... Должна быть 20-22 градуса. Да? Сейчас? Даже... Нет, вообще зимой. Нет, вообще зимой. Отлично. Алгоритм действий в этой ситуации, правильно? Алгоритм действий в этой ситуации следующий. Первый этап. Обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу. Фиксирует с 1 марта в течение получаса, сообщает причину. Скорее всего, завоздушенный стояк. Потому что Морозова 130 этим грешит очень часто. Управляющей компании мы уже с вами рассмотрели сроки, да, в которые должны быть устранено. Не устраняется. Следующим этапом у нас идет обращение в государственную жилищную инспекцию, либо в администрацию, в государственный муниципальный жилищный контроль. Там в течение 5 дней проводится проверка, выдается предписание управляющей компании. В рамках закона алгоритм вот такой. В случае неисполнения предписания по муниципальному контролю формируется дело, отправляется в жилинспекцию для составления протокола и штрафа. В случае государственного жилищного надзора дается предписание, не устраняется, штраф еще больше. То есть это такой алгоритм. На сегодняшний день алгоритм в принципе работает, потому что все управляющие компании боятся штрафа. Если в управляющей компании введено конкурсное управление, то есть компания находится в банкротстве, и еще дома не перешли в какую-либо управляющую компанию, всю ответственность за неработу управляющей компании несет арбитражный управляющий. Поэтому точно так же в государственную жилищную инспекцию пишем о том, что нарушаются ваши права как потребителя, оказывается услуга некачественна, неважно какая, коммунальная, либо содержание, ремонт, и просите привлечь управляющую организацию и
действующего руководителя, то есть лица, действующего в качестве руководителя, к административной ответственности. Штрафы внушительные, в том числе и на должностное лицо. Реакция идет очень быстрая. Арбитражный управляющий не всегда здесь находится, это правда, до него сложно дозвониться, это тоже факт, но работу аварийно-диспетчерских служб он должен обеспечить. И именно государственные контрольно-надзорные органы могут обеспечить очень оперативную связь с ним. Обращение можно отправить в электронном виде, да? У нас с вами есть сервисы для отправления обращений в электронном виде, да. Как узнать вот по телефону, да, обратился, зафиксировали или они или нет? Как узнать? Вам должны сообщить регистрационный номер. То есть если я не с- спросила номер, Моделируем с вами ага, ситуацию. да. Звонит Иванов Иван Иванович в аварийно-диспетчерскую службу. В аварийно-диспетчерскую службу. Например, у меня с потолка капает, живу Да. на 5-м этаже, то есть гипотетически предполагаем протечку. Диспетчер говорит, заявку принял, номер вашей заявки 125, трубку положил. Если он это не сообщил, перезваниваем. Девушка, квартира номер, сообщите, пожалуйста, регистрационный номер заявки. Вам должны это сообщить. Если не сообщили, это опять же грубейшее нарушение. В принципе, не зазорно напоминать, что даже если они вам номер не присвоили, это грубейшее нарушение ваших прав как потребителя. И напоминать им о том, что за это есть мера ответственности. То есть по любой заявке, вот, допустим, лампочка в подъезде не горит, они должны все равно, что они... По приняли любой заявку. заявке, да. Более того, они должны вам в течение получаса отреагировать и сказать, что... Вот. Я, например, как беспокойный житель своего дома, у меня аварийно-диспетчеры все знают, их там 2 человека, они меня очень хорошо знают, они дежурят сутки, их 3 человека или 2, они через сутки дежурят, то есть 24 часа, они уже знают, что это я звоню, они все принято, сообщаем, то есть в маленьких управляющих компаниях, когда домики близко, они обычно знают, что происходит и сразу сообщают. Большие управляющие компании вы должны обязательно сообщать и давать вам обратную связь. Еще какие вопросы? Я же вам сказала, государственная жилищная инспекция. Ну, Гонтаря был, я спросил, вы знаете Гонтаря? Знаю. Ну, если он ничего не может сделать. Останьтесь, пожалуйста, я вам алгоритм прописала. Еще раз позвоним по вашему дому, устранят вам. Так, у нас вопросы с районов. Хорошо, давайте. Козырек дома снесло глыбой льда, упавшего с крыши. Когда должны отремонтировать? Ага, отлично, вопрос очень хороший. Смотрите, начнем с того, что ситуация происходит по вине управляющей компании, поэтому весь банкет, то есть весь ремонт козырька за счет средств управляющей компании. Козырек должен быть отремонтировать, по-моему, если я не ошибаюсь, в течение суток. То есть они должны провести восстановительные работы. Если это требует, например, другого времени года для проведения работ, ну, предположим, есть цементная работа, я утрирую, да, есть там какие-то работы, которые нельзя проводить в дождь, например, либо во влажную погоду, соответственно, управляющая организация должна вам сообщить, в какое время года, там, в какое время они должны это дело устранить. Но опять же, здесь акцентирую внимание, что упавший с крыши снег – это вина управляющей организации. Поэтому в счет дому, да, которая не своевременно, некачественно провела работу, поэтому в счет дома это дело не включается. Это все за счет прибыли управляющей организации. И следующий вопрос от них же. Прорвало трубу отопления в подвале, грунт разрыли перед входной дверью, тротуары сломаны. Кто должен все отремонтировать и в какие сроки? Смотрите, мероприятие по благоустройству проводится уже с окончанием весеннего периода. То есть все мероприятия по благоустройству должны быть закончены, то есть восстановление тротуара, восстановление газона и прочее, ну вот такие вот вещи должны быть закончены к 1 сентября. То есть если это дело ресурсоснабжающей организации, судя по вопросу, это так и есть. Администрация выдает специальный ордер на это, да, и администрация же следит о том, чтобы благоустройство было выполнено. Опять же, мы сейчас понимаем, что в настоящее время восстановить целостность покрытия, ну, асфальтного покрытия, ну, не представляется возможным. Почему? Потому что снег еще идет, асфальт мы в снег не кладем. То есть, скорее всего, в период с конца мая до 1 сентября это все должно быть устранено.
Еще от них третий вопрос. С ходом снега с крыши оборвало электрический кабель. В результате сгорела бытовая техника из-за скачка напряжения. Управляющая компания ссылается на энергокомпанию, а энергокомпания на управляющую. Кто должен возместить ущерб и в каком порядке? Смотрите, все зависит от того, скачок напряжения, где произошел. Если во внутридомовых сетях, то есть там при решении этого конфликта, он, к сожалению, решается только в суде, делается специальное заключение эксперта, который говорит, на чьих же сетях произошел скачок напряжения. То есть это не сработало, например, если проблема была во внутридомовых сетях, то управляющая организация возмещает в полном объеме все убытки, то есть все денежные средства, которые мы потратили на восстановление этой техники, покупки новой. Если же это произошло по причине какой-то халатности со стороны энергетиков, то есть Коминэнерго, то будут возмещать они. Зачастую делается претензионный порядок в оба адреса, подается в суд, и там уже в судебном порядке. Здесь рекомендую еще привлекать как бы и тепловую, или Коминэнерго, и управляющую компанию в соответчики. То есть два ответчика у вас будет в этой ситуации. Присутствующий вопрос есть? Тогда продолжаю с Раилой, да? Так, и четвертый. На стыке трубы отопления появилась ржавчина. Труба пока не течет. Заявка подана 2 месяца назад. Ремонтники не приходили. В какие сроки заявка должна быть исполнена? Вот смотрите, да, очень интересный вопрос. У нас, если нет протечек, в принципе, управляющая компания эту проблему должна решить в межотопительный период, в период подготовки дома к зиме. Есть очень большое постановление правительства, правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, которое рассказывает, как все потребители, от нашего имени как потребителя управляющей компании, должны систему отопления и горячего водоснабжения к зиме готовить. Вот если потребитель, либо управляющая компания в ходе осмотра, который делается до 1 апреля, выявляет ржавчины, какие-то сколы, да, потенциальные места протечек, они должны все это в межотопительный период в план работы включить. То есть по вашей заявке, после того, как отопление будет выключено, система отопления будет опорожнена, то есть там не будет ни капли воды, она должна будет провести работу, то есть зачистить, покрасить, либо, если это общедомовая система. Если это наша с вами, дать нам предписание, привести это в надлежащий вид. Но эти работы делаются после того, как отопление отключается. Каким образом фиксируется результат? С вами должны подписать акт, что работа выполнена. По-моему, по новым требованиям там еще была какая-то фотофиксация, да? В принципе, да, но я думаю, что не каждая управляющая компания будет выдавать своему сантехнику фотоаппарат, поэтому, скорее всего, это будет вот как вот некоторые управляющие компании до этих требований делали. Приходит мастер, выполняет работу, дает акт на подписание. То есть, пожалуйста, подпишите. Вот кто живет в домах из ЖКХ, там такая ситуация происходит. Приходит мастер, лампочку поменял, потом бегает за жителями, подпиши мне акт, что я лампочку поменял. То есть ситуация вот должна быть... Рекомендовано, но не всегда обязательно действует. Тем не менее, на самом деле для управляющей компании это огромный плюс. Почему? Потому что это снимает все дальнейшие претензии потребителя. То есть я всем управляющим компаниям всегда говорю, не поленитесь, эту бумагу составьте, только потому что в последующем это для вас защита от злоупотребления правом потребителя. У нас же есть потребители-террористы, которым все не так. Нет, на самом деле такие есть, которым даже все выполнишь, но это тоже будет очень плохо. Так, еще у нас вопрос от другого подключившегося. Кто отвечает за состояние тротуара в зимнее время? Ну, давайте определяться. У нас с вами есть тротуары 2 видов. Есть те, которые относятся к общему имуществу, то есть это наше, на нашей земле находится. Есть те, которые относятся к муниципалитету. 170-е постановление Госстроя Российской Федерации устанавливает требования к срокам проведения очистки от снегопада. По-моему, в течение 3 часов после окончания интенсивного снегопада, в течение часа после образования наледи должно быть почищено, подсыпано. То есть все зависит от того, чей тротуар. Если управляющий, если он наш, к дому относится, на нашем земельном участке, то этим занимается управляющая организация. Нет, обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу муниципалитета, они принимают, оперативно реагируют. Где узнать телефон аварийной службы?
на сайте администрации города Сыктывкара. Там Открываем. данные на 18 год, они действительно... Работает, все работает. Недавно проверяла, когда у нас снег начал активно таять, застряла во дворе, все проверяла, все почистили. Сайт – это страница в сети интернет. Ну, если Что такое интернет? сейчас мы не по теме запроса. Нужно ли оплачивать услуги аварийной службы? Когда я не умею, например, пользоваться интернетом. На телефон у меня есть. Пожалуйста, вы можете позвонить в администрацию, в приемную, вам сообщат. Информация... Вот сейчас я буду уходить в библиотеки, пройду через администрацию. Если вы хотите, в администрации есть у нас с вами на первом этаже, возьмете номер аварийной диспетчерской службы, вам дадут. Вопрос такой. Крыльцо относится к дому. Все правильно, да. Вот у нас в 2017 году Коммунистическая 59, где детская поликлиника, сделали хорошее дело. Все починили крыльцо. Во втором подъезде, после того, как починили крыльцо, у нас вода скапливалась прямо у дверей. Мгм. И как начинает таять, поскольку крыша у нас... Там лужа такая, большая. Там постоянно лужа. И я в 2017 году раза в 20 звонила в свою диспетчерскую. Все записано, ничего не сделали. В 2018 году я не ходячая была, не ездила и не звонила. Сейчас вот весна пришла. Вот, но молодые перепрыгнут. Ну вот смотрите, Надо да, хорошо теперь смотреть. Теперь вы понимаете, почему это требование было жестко введено, да, к работе. Как мы с вами делаем, да? Если по телефону не реагируется, что делается? Пишется письменно. Да, самая золотая претензия, которая она озвучена на бумаге. То есть в адрес управляющей организации на имя директора от вас пишется заявление, что вы являетесь собственником, проживаете во втором подъезде. Считаете, что в 2017 году работы по ремонту крыльца были произведены некачественно. Почему? Потому что при таянии снега во время осадков перед дверью образуется большая лужа. Неровно, да, ну бывает такое. Образуется большая лужа. Эта лужа что у нас делает? Она разрушает наше крыльцо с вами тоже. Да? То есть работу вы выполнили зря. Соответственно, прошу вас провести проверку и это нарушение устранить. И сообщить мне, когда вы это устраните. Понятно, что крыльцо будет ремонтировать летом, но если вы озвучите письменно и в течение 10 дней управляющая компания на вас не отреагировала, государственная жилищная инспекция выйдет, зафиксирует и даст им предписание до определенного момента устранить. Обычно это 2-3 месяца. А поскольку сейчас наши молодые люди, которые в нашем подъезде живут, Смотрите, вы же можете, как сказать, можно же не ходить в управляющую компанию, можно почту отправить, у вас там почтовое отделение недалеко. То есть механизм, он есть. Да, вот сейчас с 1 апреля вы можете повторно в диспетчерскую службу по телефону, да, вот позвоните и скажите, номер мне, пожалуйста, подскажите моей жалобы, за каким номером регистрировали. И напоминаю вам, что вы мне должны в течение получаса сказать, когда же это все устранится. Сейчас они должны в течение 10 дней отвечать. 10. 10, да? Смотрите, у управляющей компании есть 3 срока. Оперативное реагирование 3 суток, то есть до 3 суток. Ответы на письменные жалобы собственников и нанимателей 10 дней. Любые. То есть все, что касается управления домом, да, вот я как собственник обращаюсь, прочие другие ответы, например, я как представитель некоммерческой организации обратилась к ним, но люди ко мне обратились, я за людей написала. Они теперь мне обязаны ответить любому другому лицу в течение 30 дней. То есть у нас с вами 3, 10, 30. Для вас существуют сроки 3 и 10. Для меня, как лица, который в вашем доме не живет, 30. Все. Так, вот вопрос, да? Нужно ли, что входит в аварийно-диспетчерское? Есть ли отличие в деятельности ответственности аварийно-диспетчерской службы и объединенной диспетчерской службы? Ну, конечно же. Аварийно-диспетчерская служба, управляющая компания, отвечает за работу, да, оперативное реагирование только на внутридомовые аварии.
Единая аварийно-диспетчерская служба города, как я уже говорила, занимается авариями на коммунальных сетях общего пользования города, например, магистрали, да, водяные, там, общие там, электрические сети, например, там случилась гроза, в подстанцию попала там молния, либо перепад какой-то резкий был, отключилась подстанция. Вот за сбор и работу с этими жалобами работает аварийно-диспетчерская служба «Единая города». А наша аварийно-диспетчерская служба работает только по нашим многоквартирным жилым домам. Дома должны быть именно многоквартирные, есть какие-то ограничения там по квартирам, подъездам? Нет. Все, что у нас с вами даже дома блокированной застройки, это дома, которые там на 2, 3, 4 хозяина, тоже может обслуживать управляющая компания. Ну, например, в сельских районах такие дома все принадлежат муниципалитету. Муниципалитет обязан в таких домах управляющую компанию выбрать. И вот эта управляющая компания будет точно так же работать с этими домами. Нужно ли оплачивать услуги аварийной службы? Стоимость услуг аварийно-диспетчерской службы входит у нас уже в действующую стоимость по содержанию ремонту общего имущества. Дополнительной строки быть не может. Эта стоимость не увеличится в связи с тем, что бейджи, одноразовые бахилы, специальная форма? На самом деле, по логике, как будто бы должно. Но на самом деле мы с вами можем стоимость услуг увеличить только общим собранием. А через общее собрание управляющая компания должна нам будет все это дело, что сделать? Обосновать. Эти поправки родились не вчера и не в начале этого года. Этим поправкам уже год. 27 марта 2018 года они были приняты. Отсрочка была ровно год для того, чтобы управляющие организации, в том числе ТСЖ, эти все вопросы решили с собственниками. То есть обычно вот в апреле, да, с апреля по декабрь проходит очень много общих собраний, и вот в эти собрания можно было решить все эти вопросы. Еще вопрос, пожалуйста. У нас в доме есть поликлиника, детская поликлиника, и оттуда идут трубы наверх. И вот такие трубы настолько замерзают, что сейчас уже стена разрушается между первым и вторым подъездом, потому что она долго-долго стекала, наконец все стекло, и стена уже разрушается. Дети уже ходят, там ее ковыряют, им это интересно. А на труба должна тоже ходит, видимо, управляющая компания должна делать, или детская поликлиника должна делать. Где вот найти право? Лево. Смотрите, вот такие ситуации, когда мы не знаем, что к кому относится, мы делаем прежде всего запрос в управляющую организацию. Да, и говорим: уважаемая управляющая организация, расскажи, пожалуйста, чья труба. С каждым потребителем при заключении договора управления многоквартирным жилым домом подписывается акт разграничения балансовой эксплуатационной ответственности. То есть многие добросовестные управляющие компании делают такой листочек, тут пишется акт, и вот так вот, прям рисуночками. Вот так вот отопительный прибор, вот так вот идет, например, да, и нарисованы такие вот штучки по отоплению. Точно самое по водоснабжению рисуется, да. Вот это называется акт разграничения. Вот этим актом управляющая компания говорит, за что отвечаю я как собственник, а за что отвечают они. Вот можно запросить у них информацию о разграничении. Они могут сказать, что это у поликлиники. Тогда обратите внимание о том, что бездействие поликлиники приводит к ухудшению состояния общего имущества. Вот. Более того, обратите внимание, что в старых кирпичных домах вся нагрузка лежит на внешних стенах, они являются несущими. Поэтому здесь долго не задерживайтесь с заявлением. Заявление и обращение оставляйте в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы они отреагировали. Так, у меня тогда вопрос. Вы не видите старых, откуда вы знаете? Я работала в тепловой компании, я видела технические паспорта и проекты всех домов в городе Сыктывкаре, подключенные к теплоснабжению Т+. Сейчас вы какую должность? Я руководитель аппарата общественной палаты. Где находится эта палата? Интернациональная 108, первый этаж. Так, у меня вопрос. Ну, управляющие компании не всегда бывают с большим штатом, да? Если вот вдруг звонишь с то, что у тебя в доме авария, могут ли они сказать, что там бригада уже выслана, нет никого, кто может выехать?
какие-то причины, они считаются уважительными или нет? На самом деле постановление 416 в новой редакции уважительных причин не знает. Но опять же, вот как говорите, вы прошло уже 1,5 месяца, еще не факт, что у всех управляющих компаний есть телефоны с автоответчиками и прочее. Но все проверяется. Вот я знаю большинство крупных компаний, да, крупные компании все уже это все выполняют. В любом случае, вот если мы с вами обратимся к одному из слайдов, да, вот вспомним, там было сказано, что в течение получаса, да, то есть не значит аварию устранить, мы должны локализировать, да, локализацию аварии произвести. Например, знаем, что лопнул стояк, хлещет горячая вода. Быстро пришли, перекрыли, сообщили потребителю, что ремонтная бригада занята, в течение 2 часов будет устранено. У нас там есть по горячей воде, по холодной есть свои сроки. То есть в течение этого срока должно быть устранено. То есть задача аварийно-диспетчерской оперативно среагировать и сделать так, чтобы не был причинен ущерб жизни, здоровью, имуществу, в том числе денежный ущерб. Все протечки, утечки и так далее – это наш с вами материальный ущерб. Портит имущество раз, второе – это денежки. Да, после счетчика все. То есть задача оперативно-диспетчерской службы быстренько это все дело прекратили. Потом пришла аварийная бригада, и она это все дело починила. То есть алгоритм работает такой. Зачастую управляющих компаний либо в штате, либо как бы на подряде 2-3 таких вот бригады ремонтных. То есть сантехник, который при аварийно-диспетчерской службе прибегает, выключает водичку, да, и в течение установленного срока уже приходит бригада и все это дело ремонтирует. Все зависит еще по срокам от сложности аварии. Так, ситуация с другой стороны. Если какие-то работы ремонтные будут вестись теплосетями, там, Горводоканал, за какой срок они могут информировать население о том, что не будет воды, не будет отопления, электроэнергии? Если это работа текущего характера, то за 2 суток. Если вы видите, у нас, например, ремонтные работы на тепловых сетях, в начале лета вывешиваются списки, в каких домах отключают горячую воду в связи с ремонтом тепловых сетей. Если эта работа вот сейчас произошло, обычно в течение 2 часов вывешивается объявление. Это на подъездах чаще На всего, подъездах, да. То есть мы с вами обращаем внимание, что у нас есть доски в каждом подъезде, через которые управляющая компания должна нас информировать о каких-либо работах, либо о своих услугах. Но мы же их с вами не читаем, поэтому делается все на подъездах. Вопрос. Вопрос интересный, конечно. Я приватизирована комната. Опять же, Морозова 130. Соседей нет. Обратился в управляющую компанию. Угу. Коридор ползний. Монтируйте за свой счет. Еще раз. Кто должен ремонтировать коридор? Смотрите, у вас общежитие секционного типа, правильно? По законодательству каждая секция, то есть что такое секция? Это много-много комнат, там 2, 4, 6, 8, 12. Ну вот я встречала, например, 8 комнат. Посреди у нас, значит, у нас есть место, отведенное как бы кухня, да, то есть там обычно 2-3 плиты, раковина. Есть душевая, есть унитаз. Вот эта вот вещь признается коммунальной квартирой. Все, что внутри коммунальной квартиры, ремонтируют все собственники вместе. То есть вы как собственник свою часть по муниципальным квартирам, как прописано в договоре социального найма. А в договоре социального найма написано, что наниматели должны делать только складываться на косметический ремонт. То есть подкрасить, подмазать. Если работы капитального характера, например, сменить все доски пола, это уже выполняет муниципалитет. Но опять же, все, что внутри коммунальной квартиры, вам придется с муниципалитетом совместно решать, кто куда скидывается, кто проводит ремонтные работы. Но муниципалитет тоже должен будет участвовать. Все, что за пределами вот этой вот двери в эту секцию, обслуживает и занимается управляющая компания. Вопрос, где сгнила доска? Вы представляете? Я задала вопрос. Не понял. Доски где сгнили? В секции или за пределами? Я не знаю, как назвать секцию.
Я поднимаюсь, предположим, на свой второй этаж. Шел, и вот делится секция. Общий, наверное, коридор. Нет, не общий. Вот мы ходим, вот комната, другая комната, общая душевая, и вот этот длинный коридор. Ну, это общий Для комнаты. коридор, коммунальный. Это общий коридор. Вот там, где вокруг душевой 8 комнат, это одна секция. Внутри... Да, вот 4 или 4. Вот это одна секция. Вот внутри этой секции ремонтируете сами собственники. То есть как это происходит? Обычно это происходит, скидываются все вместе деньгами и делают. Есть еще один вариант, но это надо договариваться с управляющей компанией. Если все собственники дома примут решение, что муниципальной квартиры тоже есть собственник, это муниципалитет. По нескольким общежитиям пытались, вот, к сожалению, управляющая компания не захотела делать. Есть еще один вариант. Управляющие собственники могут часть работы за дополнительную плату поручать управляющей компании. То есть можно договориться. Управляющая компания, вот внутри секции, например, раз в 2 года крась стены, там меняй сантехническое оборудование, там еще что-то делай. Они вам высчитают, включат по решению общего собрания в перечень работ. Но это надо принимать общим собранием собственников. Такой вопрос тоже можно. И опять же, управляющей компании никто нам не мешает обратиться и заказать у нее дополнительные услуги за дополнительную плату. Всей комнатой можно обратиться, они придут, отремонтируют. То есть у нас, например, управляющая компания и сантехническое оборудование меняет спокойно. То есть заказываешь, они тебе выставляют смету, делают, и это считается нормальной практикой. И вопросы решает интернациональное сообщество. Общественная, Какие вопросы можно обращаться? общественная палата, прежде всего, ну, теперь будете знать. Кроме Гонтаря, администрации ничего не знаю. Есть общественная палата. И общественная палата выполняет функции по общественному контролю за деятельностью государственных муниципальных учреждений, предприятий и государственных муниципальных органов. То есть в случае, если где-то не срабатывает, вмешивается общественная палата через проверки, через мониторинги, через обсуждение. Еще одна задача – это обсуждение тех вопросов, которые планируются для принятия. То есть общественная палата проводит экспертизу нормативных актов, говорит, что нужно поправить для того, чтобы нормативный акт был максимально ориентирован на население. То есть вот так вот. Работаем вот так. Ну, если вопросов нету, Допустим, у нас уже 70% Мы можем... квартиры признаны уже аварийными, а дом не признан. Ну, квартира, наверное... Муниципальные квартиры 16. Смотрите, по признанию дома аварийным, если дом действительно аварийным требует выхода специализированной организации, проводится общее собрание. Вот я просто на личной практике в 2015 году это дело проводила с общественной палатой. В лесозаводе проводили общее собрание собственников, то есть участвует муниципалитет, их представитель, участвуют все собственники дома. Мы большинством голосов, то есть я помогала людям оформить собрание, большинством голосов принимается решение проводить процедуру по признанию дома аварийным. То есть все пропорционально доле в праве собственности. То есть вот весь дом 1000 квадратных метров, муниципалитету принадлежит 200, остальные 600 принадлежат частным собственникам, скидывались. То есть стоит 30 000. Вот пропорционально своим 200 квадратам вносит муниципалитет, а остальное каждый собственник по чуть-чуть. То есть это делится пропорционально и оплачивается экспертиза. Таким образом проводили, то есть муниципалитет участвовал в организации выбора вот этой вот компании. Дом признавался аварийным с дальнейшими последствиями. Еще раз, вы не должны спрашивать нанимателя. Наниматель – это что такое? Ему в аренду муниципалитет предоставит. У вас есть собственник, это муниципалитет. Все переговоры ведутся с муниципалитетом. Вот опять же управление Гонтаря эти вопросы курирует. Там есть специалист, который вопросы занимается организацией, проведением, участием в общих собраниях собственников. Через приемную узнаете специалиста, разговариваете и говорите, что дом аварийный, надо что-то делать.
там готовы вкладываться в экспертизу. Муниципалитеты, если общее собрание собственников приняло такое решение, у них ничего не остается. Чердачная дверь и подъездная дверь. Кому? Чердачные подъездные двери – все наше собственное. За этот, конечно, это за все отвечает управляющая компания. Должны делать собственники. Управляющая компания за счет средств. Давайте вот еще, да, один нюанс. У нас с вами, несмотря на то, что пишет СМИ, все, что касается дома, бесплатного ничего нет. За все мы платим. Поэтому, когда пишут, что управляющая компания что-то должна делать бесплатно, неправда, только ущерб возмещать. В состав платы за содержание и ремонт входит ремонт дверных петель, восстановление доводчиков пружин, установка дверей. Конечно, это все уже в услуги включено. Установка дверей как на чердаке, так и в подъезде – это что? Это обеспечение теплового контура. То есть не будет трубы разморозиться, будет авария. Поэтому это задача управляющей компании. Нет, смотрите. То есть все зависит от... Еще раз, мы должны с вами, да, вот как собственники определить перечень общего имущества. Вот правильно было, когда мы захотели установить металлическую дверь с доводчиком и домофоном, правильно, вот на следующем общем собрании примите их в состав общего имущества. Просто вот принимайте решение, что мы считаем, что это общее имущество. Тогда все расходы будут в рамках той сметы, которая есть в договоре. Конечно. Обратите внимание, что Ростелеком, ТТК, МТС, неважно кто, они должны пользоваться, первое, с вашего согласия, второе, за вашу денежку вам платить. Поэтому это тоже уточните управляющей компании. В управляющую компанию. Попросите письменно и договор на использование общего имущества. Они используют общее имущество. За использование общего имущества, чтобы Ростелеком подписал договор с управляющей компанией, у них должно быть ваше позволение в виде решения собрания. Если они задаете вопрос, скажите, пожалуйста, на каком основании Ростелеком пользуется нашим общим чердаком? И скажите, пожалуйста, на каких условиях? Если был заключен договор, предоставьте, пожалуйста, копию договора. Каждая копеечка идет на счет дома. Вот вопросы еще. Так, еще вопросы. Еще раз обращаю внимание, что весь алгоритм, сначала мы обращаемся в управляющую организацию, если реакции нет, либо реакция ненадлежащая, то есть нас послали письменно лесом, нам сделали наполовину, либо не доделали, только после этого мы идем в государственную жилищную инспекцию. Только после этого. Потому что если не было обращения зафиксировано, значит, подтвердить факт бездействия управляющей компании мы не можем. И обращаю еще ваше внимание на то, что помимо текущих осмотров, которые делаются планово, у нас есть весенний, осенний осмотр. Это вот до 15 ноября и до 1 апреля, да, когда управляющая компания вот 2 раза в год железно должна весь дом обследовать. Есть там у некоторых управляющих компаний, по-моему, раз в месяц осмотры. Просто проверяется целостность оборудования. Они эту работу выполнят в любом случае. Другой вопрос о том, что остальное не устраивает потребителя, должен сообщить потребитель. Поэтому управляющая компания зачастую как действует? Если мой потребитель молчит, заявки не оставляет, значит, его все устраивает, я ж молодец. И поэтому, если потребитель не обозначил, что его что-то не устроило, это говорит о том, что управляющая компания, в принципе, можно сказать, надлежаще реагирует на все, что происходит. Пожалуйста, пожалуйста. Всем спасибо. Я понимаю, больше нет, да? Благодарим Александру Сергеевну за Всем все спасибо за разъяснения. внимание. Рада, что столько было слушателей. Ну, до новых встреч тогда. Смотрите, у нас в школе грамотного потребителя 17 числа будет лекция по капитальному ремонту. Приходите. Это в Единой России я провожу 17 апреля.
Через неделю ровно. Где бывший ЗАГС? Через неделю ровно, в следующую среду. Это не здесь, С 17 часов. Я поняла, что В «Единой России» можете уточнять. И Единая Россия. в «Единой России». И 23 числа мы будем рассматривать вопрос отчет управляющей компании. Вот такой тоже хороший вопрос. Да, там же, тоже в 5. Вы можете звонить в «Единую Россию», либо проходить мимо и узнавать. Завтра у меня там с 4 часов личный прием. Личный прием у меня там с 4 часов. 17-го. Да, да. Всем спасибо большое. Может быть, не завтра подойти? Подходите.